Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. В начале выпуска информация о первой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Первая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва состоится 11 апреля текущего года в 10 часов в зале заседаний Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан смогут пройти регистрацию 10 апреля с 9 часов утра до 17 часов дня, а также 11 апреля с 7 до 9 часов утра в организационном отделе аппарата Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны для справок 221 98 35 и 223 19 48. В Таджикистане готовятся к проведению международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Она должна состояться уже совсем скоро, с 29 по 31 мая текущего года у нас в Душанбе. Таджикистан под руководством президента страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, продвигает глобальную повестку дня в области водных ресурсов и климата. От предстоящей же Душанбинской конференции мировое сообщество ожидает значительных результатов в направлении предотвращения таяния ледников и обеспечения мирной жизни человечества. Слово Шахло Бердыевой. Ряд глобальных водных инициатив нашей страны находит последовательную поддержку международным сообществом. Доказательством этого является резолюция ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников. Очередная инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации, имеет особое историческое значение и считается уникальной по сравнению с другими инициативами, потому что Генеральная ассамблея ООН приняла 4 предложения Таджикистана в одной резолюции, а именно объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников, 21 марта – Всемирным днем ледников, создать специальный международный трастовый фонд для содействия сохранению ледников и провести в 2025 году в Душанбе международную конференцию высокого уровня по сохранению ледников. Эта всеобъемлющая конференция состоится впервые в истории человечества. Она станет важным событием в международной повестке по решению глобальных экологических проблем. Душанбинская конференция нацелена на консолидацию международных усилий в борьбе с таянием ледников через научные исследования, инновации и выработку согласованной политики. Ну а обеспечение безопасной, чистой питьевой водой и санитарии – это не просто одна из задач, а ключевой элемент национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. И усилия дают свои плоды. Проекты по водоснабжению меняют жизнь людей, предоставляя им доступ к чистой питьевой воде. Зумрат Файзиева продолжит тему. Донгара – край живописных пейзажей и радушных людей – который манит туристов своим гостеприимством. Однако у жителей селения Шар-Шар-2 Джамуата-Пушинг Донгаринского района была одна проблема – отсутствие стабильного доступа к чистой питьевой воде. Но сегодня эта проблема решена. При поддержке филиала Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан успешно завершился проект по обеспечению населения чистой питьевой водой. В рамках проекта была проложена новая линия водоснабжения общей протяженностью 3600 метров. Для обеспечения стабильного водоснабжения установлены современное оборудование, включая глубинный насос и надежный щит управления. Также установлены 2 металлические емкости объемом 10 и 25 кубических метров, предназначенные для эффективного распределения воды. Теперь жители Джамуата получили удобный доступ к чистой питьевой воде благодаря установленным 6 уличным водопроводным колонкам. Радости местных жителей нет предела. Позитивные изменения коснулись не только отдельных домохозяйств. Чистая питьевая вода стала доступна и для средней общеобразовательной школы, где обучаются 250 учащихся. Это стало важным шагом в создании более благоприятных условий для обучения и здоровья подрастающего поколения. По словам представителей местной администрации, реализация данного проекта уже принесла ощутимые результаты. 270 домохозяйств, а это 1890 человек, получили стабильный доступ к качественной питьевой воде.
Обеспечение доступа к чистой питьевой воде – это не просто решение бытовой проблемы, это инвестиция в здоровье. Зумрат Файзиева, Алишер Нигматов, Далер Судиков. Новости. Артисты Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни выступили в одном из старейших и престижных театров Парижа. И это было историческое и поистине незабываемое событие для коллектива театра и в целом для сферы культуры Таджикистана. Увертюра «Таджикистан» народного артиста Толипхона Шахиди, лирическая «Идона» Зокира Нишонова, экспрессивный «Навой Шарк» и «Гордиш» Далера Тилоева вызвали у искушенных в театральных изысках парижан неподдельный восторг. Выступления коллектива театра оставили неизгладимый след в сердце каждого французского зрителя. Исторический зал Парижского театра, которому более 200 лет, буквально взорвался овациями. Причина тому – феерическое выступление артистов Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Кажется, даже видавший виды парижский зритель, искушенный в театральных изысках, был покорен мастерством таджикской труппы. Этот триумф не случайность, а закономерный итог безупречной работы всей команды театра. Не только блистательные танцоры и музыканты, но и те, кто остался за кулисами. Художники по свету и звуку, гримеры и костюмеры – каждый вложил частичку своего таланта в создание этого незабываемого спектакля, и Париж это оценил. Первое отделение погрузило зрителей в чарующую атмосферу балета Михаила Фокина «Шопениана» на бессмертную музыку Фредерика Шопена. Но настоящим откровением для парижан стал национальный дивертисмент. Мелодии, пронизанные духом Востока, вызвали неподдельный восторг. Благодаря государственной независимости нашего дорогого Таджикистана и в свете культурной политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, для нас, работников сферы культуры, предоставилась огромная возможность и большая честь продемонстрировать творческие достижения коллектива нашего театра на мировой сцене. Для нас это поистине знаменательное событие. Одним из таких исторических шансов является признание мастерства артистов нашего театра. Коллектив театра оперы и балета имени Садриддина Айни триумфом выступил в рамках культуры Таджикистана в Париже. Это незабываемое событие. Впервые в 21 веке артисты таджикского театра показали академическое искусство Таджикистана в самом сердце Европы. Мы смогли достойно представить наш балет жителям Парижа. Зрители встретили наше выступление с овациями и отметили высокий уровень нашего мастерства. Париж покорен. Этот триумф – яркое свидетельство расцвета культуры Таджикистана и ее успешной интеграции в мировое культурное пространство. Зумрат Файзиева, Далер Судиков. Новости. Ну и последнее. В честь Дня столицы Республики Таджикистан, города Душанбе, 24-28 апреля текущего года состоится международный турнир по борьбе гуштенгири на кубок председателя города Душанбе. Таджикская национальная борьба гуштенгири является одним из самых популярных видов борьбы, от которого произошли и другие, такие как дзюдо, самбо, кураж и камарбанди. Борьба гуштенгири особое развитие получила в последние годы и не случайно по инициативе и при непосредственной поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.